получила, когда пришла в общественную школу? Когда я только-только пришла в общественную школу, я никого не знала. Получилось так, что с нашего славянского университета нас было всего 4 человека, и остальные все были по группам. Мне было очень неуютно, я никого не знаю. И они все такие лидеры, я не лидер. В общем, я не знала, что делать. Прошло 3 месяца, ситуация повернулась полностью на 180 градусов. Теперь я такая же активная, теперь у меня 100 друзей. И вы знаете, у нас большие планы, и мы их сделаем. Когда только пришла, мне все это казалось таким пафосным, несбыточным, знаете. Раньше я хотела всегда уехать из Кыргызстана. Я хотела большую зарплату и жить в большой стране. Ну, познакомившись с ребятами, я поняла, что у меня страна самая лучшая, у меня возможности самые лучшие, и в моей стране самые-самые добрые люди, которым не все равно. Они такие ребята энергичные, зарождается идея спонтанная, и сразу ищется решение. Они никогда не сидят сложа руки, они что-то реализуют, они постоянно в движении, и вы знаете, они достигают большего в 3 раза, чем себе поставили цель. Я тоже хочу быть такими же, как они, я хочу им помогать, я буду им помогать, и я безмерно счастлива, что я вас всех встретила. Вот вы знаете, мы говорим, что мы сделаем, и мало чего делаем, но есть один большой проект, которым я очень горжусь, вот действительно такой вот всеобщей помощью помогли продлить жизнь одному мальчику. Зовут его Урмат, 5 лет, и мы собрали деньги на операцию ему благодаря ярмарке. И вы знаете, вот сколько не ярмарка, столько вот дружба и желание помогать было. Они, оказывается, из уязвимых слоев населения, и денег у них даже на проживание иногда не хватает. В общем, сейчас они безумно благодарны. Скоро поедем, да, ребята, их навестим. Ну и вообще, что первое на ум приходит, кроме лекций, это, конечно же, наши репетиции. Помните, как было весело? Были и слезы, и смех, и радость. Проводили репетиции к ветеранам, к 9 мая. Вы знаете, я режиссер по второй профессии, и нашла девочек, хореографа, нашла девочку сильного режиссера, генератора идей и очень-очень-очень исполнительных ребят. И вот мы, получается, сидим, мы сидели, появляется идея, допустим, завтра 9 мая, а давайте так сделаем, а давайте так, а я предлагаю так, и получается большой-большой концерт. И, конечно, репетиции проходили у нас, мы и ругались, потому что некоторые опаздывали или не приходили на репетиции, мы и смеялись, потому что у нас все ребята, знаете, вот душевные, и ну, были и гоны, так что все было очень-очень круто. Вот, вспоминаю, очень было весело.